Старший брат Дмитрий вспоминает, как однажды его еще маленького мальчугана разбудили и срочно, ни с того ни с сего, как он считал, послали за родной сестрой матери, живущей в нескольких десятках километров от их стойбища. Он во весь дух помчался на олене Учахи, и когда вернулся с тетей, свалился от усталости и заснул. Проснулся от необычной в палатке жары. Бока железной печурки были красны, как алое сукно. А мама держала на руках малыша и, посмеиваясь от радости, объяснила ему: «Вот, под обрывом речки мы нашли мальчика, твоего братца, и зовут его Андреем». Так началась жизнь будущего писателя на этом белом свете. А кругом было белым-бело, суровая северная зима вступала в свои права. Андрей Васильевич Кривошапкин родился в местности Себянкёль Саккырышского района. И ничего для него не было дороже родной матери и родного края. Всей душой тянусь я к тебе, только ты меня помни и жди. Снова брошу я вызов судьбе и примчусь сквозь дела и дожди. Это здесь, среди горных стихий, среди озер и утесов твоих, жить мои остаются стихи средь сородичей мудрых моих. Знай, что вечно в моей ты груди, о, Себян, ненаглядный ты мой, и с обидой мне вслед не гляди, когда разлучаюсь я с тобой. Есть древние и справедливые правила: выбирайте лучших, умейте найти и разглядеть лучших, кому можно доверить свою судьбу. Умейте поддержать их, чтобы ваши интересы, интересы республики и всего государства не оказались в случайных или того хуже, нечистоплотных руках. Андрей Васильевич Кривошапкин подтвердил свою репутацию честного человека, народного заступника еще в пору своего депутатства в Верховном Совете РСФСР. Жизнь в целом-то у наших народов Севера, складывалась трудно, очень трудно, социально-экономическое, культурное развитие, языки очень быстрыми темпами стали забываться. И надо было как-то помочь своим народам. Вот это стремление, прежде всего, помочь простым людям, народам Севера, быть полезным своей республике, вот заставило меня заниматься политикой. Все мои мысли, помыслы, планы полностью направлены на защиту прав, интересов моих коренных, малочисленных народов Севера, жителей Арктического полуострова, всего Севера, всей Арктики, короче говоря, вот так. Судьбу Верховного Совета мы знаем, но ведь те, кто тогда не сдался и показал себя гражданином и патриотом, сохраняют и несут в себе особое чувство справедливости. Никто не может быть равнодушным ко всему этому, что произошло 4 октября 1993 года в Москве и в Белом доме. И ничем не смыть это позорное пятно со страниц многовековой истории России. Любой человек,
Читая дневниковые записи Андрея Васильевича, датированные 2, 4 и 5 октября 1993 года, изложенные в стиле предсмертного завещания и письма жене и родным, написанные им в горящем, обстреливаемом Белом доме, не может не содрогаться до глубины души и восхищаться мужественным, героическим поступком сына эвенского народа. Горит в огне предсмертный чей-то крик, и в этот страшный час в моей судьбе, а может и в последний в жизни миг, я обращаюсь мысленно к тебе. Неужто та связующая нить, что нас держала рядом без труда, уж не в силах нас соединить и может разорваться навсегда? Неужто та тропа, которой шли, в которую поверил я давно, вдруг оборвется на краю земли, где пропасти, зияющее дно? Снаряды рвутся, и пылает дом, но, милая, душа моя чиста, и не жалею я сейчас о том, что не ушел с последнего поста. Я сохраню навек любовь твою, а ты себя побольше сбереги и никогда не верь тому вранью, что для народа были мы враги. Прощай, моя жена, моя любовь, прошу, запомни только навсегда, что не на нас людская ляжет кровь, которую не смоют и года. Тогда, когда, допустим, по парламенту Российской Федерации стреляли из танковых орудий, со всех видов стрелкового оружия, я сидел в зале заседаний Совета национальностей и думал прежде всего о родном крае, о родной природе, город особенно так вспоминается так. Ну, естественно, я вспоминал про свое детство. Может быть, это от предчувствия, возможно, близкой смерти, возможно, да, может быть так. Вспоминал про детство, про мать и про своих родных, так, о жене, о детях, о друзьях, вот, во всем этом. Ну, в общем-то, и, естественно, думал о своей республике. Все-таки далека она, но все-таки если где-то родина, там есть мои люди, мои друзья, мои земляки, мои сородичи. Вот это передавало. Об этом я думал в основном. С 1989 года Андрей Васильевич Кривошапкин является бессменным президентом авторитетной общественной организации Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Республики Саха-Якутия. Она представляет собой одну из самых крупных и влиятельных общественно-политических организаций республики. Мы должны и обязаны работать ради своих людей, своих сородичей, своих народов. Свои цели, задачи четко знаем и идем по этим путям, дорогам для того, чтобы наши народы чувствовали себя равноправными членами нашего общества. По всей стране течет огонь людей, героев Норда, и силу предков нам несет. Коряки, Комин, Ганасаны, якуты, чукчи и долганы, эскимосы и эвены, юкагиры и тельмены, ханты, манси и венки, алиуты, нифхиненцы. Крещение севера приняв, вы рождены среди огня и льда, великой Арктики народ, краса России и почет. Земной шар до удивления мал и беззащитен. Мир сейчас с особой
остротой нуждается в точке опоры и благодатном пристанище. В мировом глобальном пространстве такой точкой опоры, несомненно, является только наша мирная Арктика. Это единственная Арктика, призванная в недалеком будущем и в отдаленной перспективе стать ареной мира, подлинной стабильности и кузницей благополучной жизни для всех. Уважаемый Егор Афанасьевич, если вы, как всегда, так поступаете, если вы возьметесь вместе с председателем Государственного собрания Юлии Республики Саха-Якутия Александром Николаевичем Верховым, депутатами Государственной Думы Федерального собрания Михаилом Ефимовичем Николаевым, Федотом Степановичем Томусовым за решение, конкретное решение данного вопроса о принятии федерального закона о северном домашнем оленеводстве, то я абсолютно уверен в том, что лед тронется, и до конца этого года этот закон будет принят, имея в виду при этом, что данный закон, вообще вопрос об оленеводстве, это основа основ для всех наших народов, это традиционный образ жизни всех северян, коренных малочисленных народов Севера. Поддерживаемая президентом, правительством и парламентом Республики Саха-Якутия, Ассоциация коренных малочисленных народов Якутии ведет многоплановую и целенаправленную работу по решению социально-экономического и духовно-культурного возрождения северных этносов. В этом плане хотелось бы особо отметить то, что ассоциация с самого начала образования определила в качестве главного ориентира своей деятельности задачу возврата исконных земель предков родовым общинам, их объединениям и другим хозяйственным структурам малочисленных народов Севера. Мы имеем все основания для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, рука об руку, плечом к плечу, коренные малочисленные народы Севера, вместе с братским народом Саха и другими народами нашей республики будем уверенно идти по трудным, но таким желанным, притягательным путям, дорогам жизни. Так что у нас много еще впереди. Андрей Васильевич, несмотря на неимоверную перегруженность, сумел найти время для проведения научного исследования насущных проблем коренных малочисленных народов Севера, стал первым из авенов дипломированным ученым социологии, защитив диссертацию на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Вообще у народов Севера менталитет такой, что они не привыкли совершенно испокон веков, издревле. Начиная с наших далеких предков, у них не было такой алчности, что ли, жадности. Все под себя подгребят, так? Они привыкли природу брать столько, сколько им нужно, на короткое время, потому что они вели кочевой образ жизни. Слишком много добьешь до учит, скажем, а потом надо перевозить и туда, это опять труд посчитали. Короче говоря, природа служила для них как своеобразная кладовая. Они приезжают, перекочуют на новое место, и там тоже берут немножко свое, и так из года в год, из века в век так жили. Так. У них поэтому этот менталитет такого бережного отношения, экономного отношения прям крепко сидит в нас. Основные работы Андрея Васильевича Кривошапкина аккумулируют практическое изучение жизни народов с положениями его научных изысканий, таких как социально-экономическое и духовное развитие коренных народов Севера Республики Саха-Якутия на современном этапе, о роли и месте коренных малочисленных народов Севера в жизни республики, место и роль коренных малочисленных народов Севера в северо-восточном векторе развития России, государственная поддержка, надежная гарантия развития языков народов Севера и законодательство по коренным малочисленным народам Севера Республики Саха-Якутия и других. Сегодня мы испытываем определенное влияние процесса глобализации, в результате которого мы можем терять язык, культуру, традиции и так далее. И своими усилиями, как патриот, как человек предан своему народу, несмотря на то, что они малочисленны в своем составе, он старается все возможное делать, чтобы
эти люди вызывали, сохраняя свою культуру, язык и традиции. Вот и что значит быть патриотом своего народа. Поэтому и при этом совместить все эти три понятия: писатель талантливый, политик конструктивный и патриот искренний в одном человеке – это достаточно сложная задача. Эта задача Андрей Васильевич сегодня выполняет в полном объеме этого смысла слова. Андрей Васильевич также автор многих учебных пособий для венских школ, учебников, изданных на русском и овенском языках. Часть их создана в соавторстве с женой Розалией Серафимовной, кандидатом педагогических наук, работы которой переиздаются в соседних областях. Этому делу народный писатель придает исключительное значение. 독사만 엽감이 가을에도 배쳤다 고민 그리고는 엽감이 따라바꿔 전면 이야기는 rak 디그럽베리마도 비 앵이 비히진 따라선 보일부 에르갈 터르던 다전도 막고 세지진 어먼테 가이리 버던 하던 졌던 아혼 비리모 디그럽도 빈납도 셨나 이나하라 던 Erektodu guluhna yastalakan taji mandochi menje. Ben gummi jugulin obedi toren bidan gonikan. Yani tar ok tabi kan nastarap tukui tikaran stalakan obedi toren mul ay makan taruk kalta. Obedi torari obedi ikari obedi dugri boy hoyo badan gonikan. Arabi biniu ya dokta jen guh kan tarak jugudun gurgab sheddam erak jugudun tak sheddam awadi toren ini bihikan mod bahal gun minti eregar injin tore bar amajib mod hitil jib barib jib. Неоценима роль Кривошапкина в области развития учреждений образования на Севере, в их создании и сохранении в местах компактного проживания малочисленных народов Севера. Все годы он, как лидер народов Севера, постоянно ставит вопросы издания литературы и учебников на их языках. Я доктор урга арак матуренти. Торанти амгабаддан берибаддан ракилга. Мод я буду никогда про кергет кой никан кой ще делга маддахот биха. Он бихичин гургавчиддап мандуттап mot obedi toranti ihdan indan gonikan obedi torari obedi dukchamatti boy hoyal badan hoya bidan gonikan tarangot ho urgat maneddan ho urgan ya murgan otarap mot biremadu hebeske biremadu obedi toraman takkachen Kanyele bihin, yan acca bihin gaunar han, tarak bakicen kanyele, tacile sepsi. Abi tarak bire met acca boy bimi biharam, obadi tat kacen, obadi tup kacen ay bihin. Teme bi mentore musamura. Sebendu nasana klas tup kacen kan. Bakit nar ubudit tekan mudhop kutitin. Parlang lamos kabi hukusim mabihin. Niki para panasi kemi sena bihin mudhop kusim mat.
Гаврил Иванович Кемичинов кусим габихин. Вот. Анна Панасина Кемичинов кусим габихин. Тарбасам бил кутитан. Гарид таркаму себникал нябихин. Ho ayo ansalkan erbchen usebnikal biuritan. Iraktar irak yala boy ho talabam anyapcha tukam ne tasim bihin. Taja ubudut hani kan ihurit. Tarbene kan yakadit harama kan yakadit chimmettam yakadit karram. Tarnyon daran man balda dengan tueranji. Tueraram dukkararam. Görbe bianga yokutara. Kemi tigra bas koladu. Tigra bas kolare. Eskolada mukala amonin ne dele amon jornyan rokbur. On tar konga taç kaçın auditorium. Auditorium ita harbinikan. Erak olak bakıcın. Kemi Eskolanya koy ne kan tagatan abal. Daran dia ke gul gawan ada. Fakultatif gu kurohogo go ni kan odi takach kami. Tarbasa beti hari boy du takatan dan himbir bas kresna sekolah sih. Tar tammi mangambak me tammi takach takam. Вот таркам тажин туэрамул эргурго бенедикун комнапач. Как публицист и журналист Андрей Васильевич хваткий, оперативный, обладает острым видением, умеет принципиально и метко расставлять акценты. Писательский талант делает его статьи, заметки, репортажи образными, убедительными, с меткими сравнениями и глубоким анализом. Упускается драгоценное время для всего Севера. При таком равнодушном подходе, конечно же, невозможно решить ни одной проблемы из области экономики, культуры и социальной сферы народов Севера. Вот почему они продолжают влачить жалкое существование на грани нищеты. Что же можно сделать для выхода из создавшегося положения? Российский оргкомитет должен вплотную заниматься чисто практическими вопросами экономики и культуры коренных народов Российской Федерации. Основной критерий деятельности любой организации, занимающейся северными проблемами, это в первую очередь защита интересов коренных народов, работа во имя их блага. Необходима конкретная адресная помощь и поддержка коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Пишет в своей статье Андрей Васильевич Кривошапкин. Кеман догалда бахал, туэран тижигудун, гон тижигудун, амталти, антилти, агналти жигудудан, бакачанжил, амун байгашин. Аникакан гагиматта, аникакан нагиматта, аникакан хабуйымдар, бихулы бихам, тарак ихнахар, таракулак, тараккан жили аникан гоматта. Окта бихкан жулахки, гайринтан койетникан, иракта бойла, гомантаган маддаи, тараптаган тарутникан, бими мад абахал, бай бежип, эгилкан гоннин бежип, гомандукал. Эвенский дух высок, как облака, неколебим и крепок, как алмаз. И если мы здоровье наших душ передадим потомству, то тогда в чреве мироздания мой народ рождаться будет вечно, чтобы жить.